Всем привет! Вот у нас приехал корм. Давидок. Вот она 8 пачек у нас по 12 килограмм попросил в этот раз. Взял для пожилых собак, для щенков как раз у нас щенки уже. И для просто всех остальных. Так, все, да, у нас? Вот у нас в этот раз столько вот заказал. По 12 проще раздавать, 20-килограммовые тяжеловатые. Вот, а 12 килограмм самое то, очень удобно. Для меня лично. Так, по промокоду вы получите скидку, дорогие друзья. Переходите по ссылке в описании. Там я оставлю сайт, где вы можете заказать. Также промокод, по которому вы получите скидку. Вот такой корм у нас. Черничечка моя. Черничка. Все, привыкать начал обратно. Но днем вообще не подходит. А вот ночью, вечером. Фури, Акела. Вечером подходит. У них тут, конечно, убираться сейчас придется. Ой-ой-ой. Несколько дней. Сейчас все еще оттает до конца. Да? Да? Ай ты моя зайка какая. Черный заяц. Черный заяц. Черный заяц. Черный заяц. Да? Черный заяц. Вот она. Красотка моя. Это у нас ночь. По времени я даже не знаю, сколько, если честно. В пруду вода растаяла в этом. Тут ее совсем немного. Она снизу давит ее, выдавливает. И здесь, вот видите, собирает сколько. Он был вообще пустой. Так, там Луйка и Алита собачится. Алита! Олег! Так, это что такое? Кровь? Это у кого кровь? Не понял. Так. Так, не пойми, у кого кровь? У кого кровь? Черника, не у тебя случайно? Тебя тут не обижают? А? Тебя не обижают? Вроде бы нету. Ой, какая вонючка. Как воняешь-то? А, обвалялась во всем, чем можно, походу. Да? Так вот. Вот так вот. Чернобурка, лисичка чернобурка, да? Чья это кровь? А? Чья кровушка? Ну, сейчас босс идет. Неужели к нам идет он? Акела, не у тебя кровь? Значит, у Фурии, походу, где-то порезалась чем-то. Так, на фронтальную камеру не так прям хорошо снимает, но хоть что-то, да? Какие-то кадры. Какие-то кадры у нас будут с тобой, да, Черника? Девчушка. Доверяет. Да, мне теперь доверяешь уже. Черненькая. Посмотрите на нее. Красотка какая интересная. У тебя любовь, Черника? Любовь? Чё? Какая ты грязная. Черника, после тебя мыться надо сейчас. Да. Красота какая. Наполовину Арктика, наполовину Канада. Наполовину Арктика, наполовину канадец она у нас. Папа канадский волк, мама полярная волчица у нее. Акела и Фури это не родители. Это не родители. Она у нас по спасению пришла. Пришло 5 волчат. 2 ушли в реабилитационный центр здесь, в Петербурге. 2 уехали, в общем, в Ростов. И 1 уже туда, на Кавказ,
за Ростов уехал. И черничка у нас осталась, да? Что мы долго выбирали. Ты тоже вся он в шрамах уже, тебя прикусывает, да? Прям в лицо облизнула. Прям в лицо облизнула. Ладно, без камеры уже будем. Какой у тебя вой, ой-ой-ой, аж звон в ушах. Настоящая Арктика. Ой-ой-ой, как громко. Аж глушит. Конечно, такой вой будет доноситься далеко-далеко. Сосед уже говорит, слушай, как один раз как услышал, говорит, как воет. А он год не был здесь, он говорит, у тебя что там, говорит, стаи, говорит, живут. Ну ничего, кому-то нравится. Говорит, рабочие прячутся, когда выть начинают. Да? Прячутся от вас всех. Ну ничего, скоро этот забор закроем. Там дальше будем летом продолжать работы. Дай бог, по максимуму, я думаю, позакрываем в этот год. Ай-яй-яй, тихо. Так, Фури, ну-ка, спокойней. Не нападать на меня. Не нападать. Это что такое? Вы что, дебоширы? Потерялись? Ой, Акела, молодец. Вот он за всем парком следит. Смотрите, взгляд сюда на эти вольеры. На дом. Взгляд на тот угол, на те вольеры. На вот эти вольеры, эти вольеры. Все видит. Вот такая точка у него. Ух ты, блин. Я подумал, Фурия меня схватить хочет. Нет, это черничка. Тут, да, расслабляться нельзя в вольере. Ни в коем разе. Вот кто на меня охотится, и в любой момент я тут не успею ахнуть, как мне в шею, если вцепится, будет, конечно, все печально. Я и не успею что-то сказать. Захриплю сразу. Вон она, охотится. Но на них только будет одна надежда, что они помогут мне. Хотя, не знаю. Что-то там гавкает на кого-то, как будто кто-то там лазит. Шумы прям. Вон, и в ту сторону он этот гавкает. Акула он смотрит прям. Вон Фури туда побежала. Что ты? Все нюхаешь, обнюхиваешь. Красавец. В телеграм-канале говорил об этом. В ютубе не помню, говорил, нет. Они сейчас начинают играться. Вечерние у них салки, догонялки. И активизируются западники. Все исключительно. Акула, йети, алу. И потом подключается вольник. Валенда чуть позже. И они облаивать начинают волков. Прям как вот, не знаю, как кабана, как лося. Начинают вот конкретно их облаивать. И бывает такой шум. Стоять начинает здесь. Так пооблаивают, жестко покричат на них, а потом начинают выть. Все, акула, хорош, все. Он стоит вольник. Красавцы. Доброе утро. Посмотрите, какой у нас малыш. Палевый. Это малыш. Сколько вам? 3 дня? Да, Лучка. Вот так, вот так. Мамочка, не переживай, все хорошо. Вот она умница. Давай его положу. Сурикатик. Вот это, по-моему, у нас остается. Надо всех посмотреть еще.
Так, теперь вот у нас девочка. Тоже вот в руки. Какую первую взял, такая и пошла. Вот она, девчушка. Черная. Хотя серенькие виднеются. Возможно, и серенькими станут. Вот, но пока что-то черное. Рычит. Да? Девчушечка. Рычит. Смотрите, ищет. А нет. Вот она маленькая, да? Да. Твоя. Давай положим. Аллу пересадил к тайге. В телеграм-канале уже сказал, думал, будет бойня. Но нет, тайга ее приняла. Общаются хорошо пока что. Не стал я ее там оставлять. Там такой ужас в вольере после волков. Западники, они более чище. Ну, не то, что более, они в 1000 раз чище волков. Волки, они, ну, не так прям в одно место. Они сходили и все растаптывают. Ну, им нужна большая территория, а западники нет, они аккуратные. У тайги вот все в одно место. Ну, у воллендов тоже так же, в принципе, практически. Но западники все равно более почище. И вот решил отсадить, потому что некуда. И вот она нормально пока общается со своей дочкой. Размерами примерно, может, на сантиметр-два пониже пока что. Но, может, из-за того, что она поуже, молодая, поэтому так. А так, как бы, тоже рослая, высокая алушка наша. Но мать пока не трогает. Так-то у тайги дури столько, что ой-ой-ой.
Сейчас этот вольер надо срочно доделать. У нас выставка 1 апреля. Надо было, чтобы они чистенькие, красивенькие были. Помыть их за день. Лордик, Алита, Луйка. Все в одних вольерах. Ну-ка, встаньте рядом. Две машины. Так, ну а я занялся стяжками полов. Здесь вот такое расстояние будет везде. Как закончу, здесь надо будет тут 3 бруска, там 3 бруска. Потом уже красить. Потом буду переходить вот к стенкам профлиста вырезать. И в конце потом крышу. Ну или крышу сначала, потом. Не знаю, что будет удобнее. Наверное, крышу сначала надо будет положить. А потом вот это все закрывать. У нас тепло. Градусов 8-10. Дождичек идет, моросит. В общем, занимаюсь в свободное время вот постройкой вольеров. Молодец, Моника, молодец, хорошо. Умница. Умница, умница. Вот мать Вега, Валент, отец Синай. Западносибирская лайка. Монике год. Год и месяц где-то. Дразнит как.